Ну, сегодня утром с грузинской стороны поступила информация о том, что у них сошла сель, которая перекрыла дорожное полотно, и они попросили приостановить движение по Верхнему Ларсу. Значит, мы их собрали к КЧС, естественно, приняли решение о закрытии. У нас действует алгоритм, сообщили всем службам заинтересованным. ГИБДД отработала свою часть работы, МЧС свою часть, и, естественно, остановили все движение в сторону Верхнего Ларса. Позднее начала поступать информация о том, что сель перекрыла пойму реки Терек и образуется озеро. Значит, в связи с тем, что выхода воды не было, грузинская сторона довела информацию о том, что есть опасность единовременного прорыва реки воды, чтобы не было у нас никаких, скажем, чрезвычайных ситуаций. Мы приняли решение превентивно, значит, решить вопрос о частичной эвакуации людей, которые живут близко к пойме реки Терек. Мы чрезвычайную ситуацию не вводили. Значит, в новостных лентах мы видели, что прошла информация о том, что у нас Терек поднялся на 10 метров, что якобы там проводим эвакуацию людей. Не было ничего такого. Мы, значит, предупредили людей, которые отдыхали на водной станции, и это близко к реке. Нету соответствующих дамб там, поэтому мы приняли решение временно их убрать оттуда.